приветствовать вас у нас в гостях. И надеемся, что сегодняшняя встреча надолго останется в ваших сердцах. Наша встреча – день памяти всем, кто причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия. Живая память, так мы назвали эту встречу. Живая, потому что живы те, кто воевал, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане, в Чечне, в Грузии, в Осетии и в других горячих точках. Живая, потому что память погибших свято хранят их товарищи по оружию, их родные и близкие. Жива эта память до тех пор, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим и поем. Уважаемые гости, доблестные защитники границ нашей Родины, вы беззаветно храбрые люди, обладающие гибким мышлением, благородными чувствами, сильной волей и отточенным воинским мастерством. Вы честно и добросовестно выполняете свой долг. День защитника Отечества, день мужественных людей, которым по своему служебному долгу суждено первыми брать на себя всемирную ответственность по охране и защите Отечества на крайних его рубежах. Среди множества праздников 23 февраля, День защитника Отечества, особенный праздник. Ваш подвиг – пример для молодых защитников Отечества. Сердечно поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. От всей души желаем вам и вашим семьям добра, понимания, мира, духовной стойкости, любви к своей отчизне, здоровья и благополучия. С Днем Защитника Отечества! Слово для поздравления предоставляется директору нашей школы Гамзатовой Патимат Хадисовне. Дорогие ребята, уважаемые гости, я поздравляю вас с сегодняшним праздником. Очень рада приветствовать всех в нашем школьном зале. Сердечно поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Это праздник мужества и чести. Сегодня мне хотелось бы вас благодарить за ваше присутствие, сказать вам огромное спасибо за участие во всех мероприятиях. И хочу вам пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Спасибо большое. Россия, а Божьи слова.
Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной. Время отдаляет нас от тех событий, однако память о войне по-прежнему отзывается в людских сердцах. Герои афганской войны нам хорошо знакомы. Это Хирачу Ахмед, Тинчаев Мухтар, Османов Махач, Хадимагомедов Магомед и частный гость нашей школы Махмудов Магомед. Солдаты и офицеры нашей страны, наши соотечественники, в очередной раз проявили мужество и героизм, выполняя свой долг и воинскую присягу. К сожалению, не все воины-дагестанцы вернулись с войны. Десятки из них отдали свою жизнь, чтобы защитить Родину. Они погибали, чтобы враг никогда не смог посягать на землю России и Дагестана. Они приняли подвиг мужества у тех, кто сокрушил фашистов. Народы Дагестана гордятся своими храбрыми сыновьями. Их подвиг и мужество не подлежат забвению. Еще на карте крохотную точку, политую свинцом и солью кровяной, чтобы вставить поэтическую строчку, короткое название Херсона. Закрою карту, снова открываю, на сердце боль и тяжесть у меня. Так вот она, та точка роковая. А кто ее знал вчера? Она Чечня. К сожалению, и сейчас на карте вспыхивают все новые и новые горячие точки, где необходимо присутствие российского солдата. Среди них бой в России – это Чечня. Для участников вооруженных конфликтов Чечня стал как днем памяти. Это слово у каждого на устах. Сколько погибло необученных мальчиков в чеченских засадах, сгорело в танках, сколько стало инвалидами, но они не сдались. Сегодня в нашем зале собрались люди, которые писали свои страницы в историю России. Страницы, связанные с болью, опасностью, личными жертвами. Это воины-интернационалисты, прошедшие горячие точки нашей страны, так и в других странах. Такие встречи нужны не только тем, кто перенес все тяготы войны, они нужны всем поколениям. Более 23 тысяч человек пошли в состав ополченцев. Каждый дагестанец был готов грудью встать на защиту своей земли, всей отчизны, великой России. Высокий патриотизм проявили воины-дагестанцы, служившие в тот период в вооруженных силах. Как из дагестанцев первым героем России в боях в Чечне стал Стилимханов Юрий Антибекович. Известен многодневный подвиг жителя аула Кадамили Цумадинского района. Плохо вооруженные ополченцы мужественно защищали свое село и выстояли. Особая заслуга в этом принадлежит спецогневой группе, которой командовал прапорщик милиции Магомедов Тибиргаджи Касанович. Впоследствии он стал героем России. Молнией облетела республику весть о подвиге юного Хаджимурада Курахбаева из селения Ансальта Ботлевского района, уничтожившего в бою 3 боевиков из оружия, которое взял у них. Он погиб в бою, и посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Во время преследования боевиков на поле боя погиб ополченец из селения Андин Ботлевского района Казанамиев Муртазали. Ему посмертно присвоено звание Героя России. В январе 2006 года в ходе очередной операции по уничтожению врагов в селении Кемлио Чукульского района умер наш земляк Ахмедов Мирза Магомед Арипович. Мы гордимся своими сыновьями, их подвиг и мужество не подлежат забвению. Генерала Гайдархана Гаджиева знают все. Он стал символом дагестанского народа. Им должны гордиться не только родные и близкие, но и все народы Дагестана
память России. Это был мужественный, настоящий воин, достойный генерал. И то, что сделал этот мужественный человек для восстановления мирной жизни, не забудется никогда. Участие в военных конфликтах оставило в жизни каждого из нас след, который ничто не сотрет. Сегодня, спустя годы, мы вновь вспоминаем то трудное время, когда ваша солдатская зрелость, опыт и знания проходили вам через самую сложную проверку. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто стоял и стоит на страже мира и покоя нашей Родины. Их подвиг остается примером для всех поколений. В память обо всех погибших объявляется минута молчания. Спасибо. Мгновение тоньше волоска, оно как искорки свечения. Но может быстрое мгновение остаться славным на века. Одно мгновение и во мгле встает заря над прахом серым, и ты становишься примером для миллионов на земле. Героями России стали младший сержант Дауда Закир Алиевич, подполковник милиции Закидов Закир Асмалович. 21 ноября 1999 года был Грозного стал последним идеорождением населения Узы-Росу Музарского района Гусейнова Гамзата. Он был посмертно награжден орденом мужества. На нашей встрече присутствуют гости, и у нас есть возможность задать им вопросы. Слово предоставляется подполковнику Петроченкову Владимиру Алексеевичу. Дорогие учащиеся, представители педагогического коллектива школы, общественности района, позвольте от имени руководства и всего личного состава службы в поселке Хунзах пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации поздравить вас с наступающим праздником и хотел бы отметить, что есть Отечество для каждого из нас. Отечество – это не то абстрактное понятие, которое мы зачастую смотрим на экранах фильмов и в книжке читаем. Отечество начинается с собственного дома, с крыльца твоего дома. Отечество малое – это твое селение, это твой район, это твой регион, это в конце концов та страна, гражданами которой мы являемся. Хотел бы также отметить, что День защитника Отечества – это, скорее всего, не только праздник нас, военных, тех, кто с оружием в руках, с погонами на плечах защищают свое Отечество. Этот праздник всех тех граждан России, от мала до велика, вне зависимости от пола, от возраста, которые в случае необходимости может встать на защиту своих рубежей. Не только с оружием в руках. День защитника – это не значит, что надо идти в атаку с автоматом. Вам, учащимся младших классов, средних, старших классов, через какое-то время, промежуток времени, предстоит тоже, возможно, кому-то из вас стать в ряды вооруженных защитников Отечества, заменить нас, ныне служащих нашему государству. Поэтому я хочу напутствовать на то вас, чтобы вы, во-первых, успешно учились. Поверьте мне, современное оружие и боевая техника не терпят слабых знаний, не терпит неучей. Оно требует высоких навыков и быстрого освоения своей специальности. От вас требуется дисциплина, понимание,
своего долга, ибо без дисциплины армии быть не может. Любая армия хаотичная рано или поздно будет разгромлена. Это показывает исторический опыт. Мы знаем, когда наш великий полководец Александр Васильевич Суворов с маленькой армией в 12, 15, 20 тысяч человек громил турецкие войска, которые насчитывали под 100 тысяч человек. Тому есть пример. С нашей стороны я хотел бы заверить, что военнослужащие службы в поселке Хунзах, а по-старому мы называем это Хунзахский пограничный отряд, приложат все усилия для того, чтобы обеспечить вам светлое будущее, чтобы вы могли спокойно учиться и обеспечить надежную защиту и охрану рубежей Российской Федерации. Спасибо. Стремительно мчится время, но мы верим и знаем, что наша армия крепка, сильна и непобедима. Давайте же не забывать друг о друге, помнить о том, что рядом живет тот, кого гордо называют защитником Отечества, у кого профессия Родину защищает. Для вас песня «А я в армию хочу».
интереса. Чувство великое и необходимое, чувство долга. Впитали мы от прадедов и дедов с их кровью гордость за Россию. И их великая победа нас братство воинство сплотила. Всегда стоять за Русь святую, не чувствуя ни боль, ни рану, такую истину простую вам передали ветераны. Грохот огня, вонь дальние страны. Каждый год, каждый день накаленной войной не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой. Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой. Узнавают порой наши старые раны, не в победе друзья шли дорогой крутой. Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой. Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой. Прочный мир на земле, мы крепким неустанно, мы верными путями дорогой крутой. Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой. Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой. Историю не перепишешь, и не надо этого делать, если то, что совершали люди, соответствовало духу времени. Не ради наград наши парни идут в бой, они просто выполняют свой долг, долг защитников Отечества. Заканчивая нашу встречу, хочется пожелать всем чистого неба, мира без войны, без ненависти, злобы и без жестокости. Пусть сила духа не оставляет вас никогда, и пусть на всех поворотах судьбы поддерживает боевое братство и воинская дружба. Даёт вперед, не слушая поколения, всем
Ходжвала все відкуціла ходюку, дібіру Хаджмурат. صديق الحاب أبكيلا رؤى يا شخي سبوسي جبالي صديق الحاب أبكيلا رؤى يا شخي سبوسي جبالي وعهدو ببيتين زحمة الطويات ساقه لي زاريتين هاقو أخيري وعهدو ببيتين تشتبي رخوت ونقخي خلقتين تحضر رسالات سر نصلا بزنوجين تشتبي رخوت ونقخي خلقتين تحضر رسالات سر نصلا بزنوجين راحت سردا ظلمت دروگی دوشون شلایی با خوناره به توی راعواره راحت سردا ظلمت دروگی دوشون هرچی خورتیز رکن بود هرچی خورتیز وقت نمیخواد
Ольга Киевская. Баллада о матери. 41-й. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать, а за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. А за ними, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстреляй». Нет, она просила: «Пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». Тут учтиво немец молвил: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирай». Как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, не пожелаешь и врагу мук таких». Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Тут учтиво старший молвил: «Брат, спасайся!» Отозвался младший: «Нет, братишка, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я пожил, а ты не начинал». Тут учтиво немец молвил: «Бить ты!» Отодвинул плачущую мать, отошел в сторонку деловито и махнул перчаткой: «Расстреляй!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым непробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие над сон. Мать безмолвно сердцем каменеет: уж не жить сыночкам, не цвести. «Дура, матка», — поучает немец, — «одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, с губ сыновьих вытирает кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери любовь. Слово предоставляется подполковнику Петроченкову Владимиру Алексеевичу. Уважаемые учащиеся, гости, сегодня хотели бы показать вам небольшие показательные выступления наших служебных собак. В День защитника Отечества так получается, что в наших рядах есть не только двуногие защитники Отечества, но и четвероногие. На каждой заставе пограничной 4-5 служебных собак, которые
на полном довольстве стоят, которые носят статус либо служебных, сторожевых, либо разыскных собак. Они на таких же основаниях, на полном основаниях несут службу по охране рубежей Отечества. Здесь у нас только вот в самом пограничном отряде свыше 12 собак находится в питомнике. Сегодня 2 собачки у нас присутствуют здесь. Одна такой наш ветеран, вот, а вторая покажет элементы общего курса дрессировки. Любая собака, которая поступает в ряды пограничных органов, проходит сначала обучение, общий курс дрессировки, а потом специальный курс дрессировки, а потом, если она показывает какие-то выдающиеся качества, ее могут перевести в разряд разыскных собак, которая может многочасовой след поднять и по следу работать. Пожалуйста, ребята, покажите, что вы умеете, в течение там 10 минут. Место. Рядом. Место. Место. Все. Место. Дальше будут чуть-чуть приемы со спецкурса. Юки. Юки. Рядом. Юки. К бою. К бою. Место. Место. Охраняй.
тебе. На этом наше представление закончилось. По-научному, вот вожатые служебные собаки, наука, как называется по работе со служебными животными, собаками? Кинология. А должность наших ребят называется вожатые служебные собаки. Он за ней закреплен, он ее вырастил. У нас тут представлены две служебных собаки. Одна немецкая чернобыльская овчарка, другая бельгийская овчарка. И к тому, что праздник День защиты Отечества не имеет, допустим, половой принадлежности, у нас и женщины тоже являются защитниками Отечества. Вот милая девушка, она у нас на должности официального вожатого служебной собаки. Очень любит животных, воспитала не одну собаку, у нее есть личная собака. Поэтому всем вам наступающих вас праздник, всем желаю, значит, доброго здравия, хорошо учиться, быть дисциплинированными, слушать взрослых, чтобы вырасти настоящими, грамотными, надежными защитниками Отечества, такими же, как наши вожатые. Спасибо вам.